Добрый день! Сегодня мы собрались на торжественную церемонию открытия памятника бюста историку, общественному деятелю, доктору исторических наук, профессору и заслуженному деятелю науки РСФСР и ЯССР Георгию Прокопьевичу Башарину. В торжественной церемонии принимают участие ректор Северо-Восточного федерального университета имени Максима Кировича Амосова Евгения Исаевна Михайлова, председатель Совета наставников СВФУ, профессор кафедры политологии исторического факультета СВФУ Иннокентий Семенович Сивцев, сын Георгия Прокопьевича Башарина, доктор медицинских наук, профессор, заведующий кафедрой патологической анатомии Медицинского института СВФУ Карл Георгиевич Башарин, доцент, заведующий лабораторией скульптуры и скульптурно-пластического моделирования Инженерно-технического института СВФУ Афанасий Афанасьевич Романов, автор памятника, народный художник Якутии, скульптор Максим Максимович Павлов, а также ректорат, Совет наставников СВФУ, родственники Георгия Прокопьевича Башарина, бойцы студенческих отрядов и сотрудники Северо-Восточного федерального университета имени Максима Кировича Амосова. Для торжественной церемонии открытия и снятия полотна с памятника бюста историку, общественному деятелю, доктору исторических наук, профессору и заслуженному деятелю науки РСФСР и ЯССР Георгию Прокопьевичу Башарину приглашаются ректор Северо-Восточного федерального университета имени Максима Кировича Амосова Евгения Исаевна Михайлова, автор памятника, скульптор, народный художник Якутии Максим Максимович Павлов и сын Георгия Прокопьевича Башарина, доктор медицинских наук, профессор, заведующий кафедрой патологической анатомии Медицинского института СВФУ Карл Георгиевич Башарин. Ректору Северо-Восточного федерального университета имени Максима Кировича Амосова Евгении Исаевне Михайловой. Добрый день, уважаемые коллеги, дорогие наши преподаватели, студенты. Сегодня очень хороший, приятный день. Вы знаете, что этот период якутского времени, когда все население Якутии празднует национальный праздник ИСЭФ, мы говорим друг другу слова благословения, дарим друг другу здоровья, счастья, успехов. И, конечно же, в этот торжественный день в рамках международной конференции «Города и люди»
местные решения для устойчивого развития территорий. Вот то, что сегодня у нас с утра в нашем университете вместе с мэрией города мы организовали, начали и уже открыли, и вообще уже идет работа. Конечно же, мы самого такого доброго благословения нашего профессора Карла Георгиевича Башарина, его семьи, уважаемой Зои Константиновны, мы сегодня решили открыть памятник профессору, известному человеку, выдающейся личности, человеку, который никогда не сгибался, у которого действительно был профессорский дух, Георгию Прокопьевичу Башарину. С чем я вас поздравляю, желаю вам всем успехов и хочу немножко напомнить. Наверное, некоторые до сих пор задумываются над вопросом, по крайней мере, меня совсем недавно терзала эта мысль, что делает лучше университеты, что помогает университетам заслужить авторитет, репутацию. Конечно, мы сегодня знаем на этот вопрос ответ. Ответ – это наши преподаватели, наши профессора. Именно те, кто дает молодым людям знания, кто ведет в трудный путь, который называется профессиональное становление человека. Особенно, конечно же, молодого человека. Человека, который со временем приобретет опыт, бесценный дар и, конечно же, будет иметь огромное желание, мотив, стремление для того, чтобы учиться и, возможно, превзойти своего учителя, своего наставника, своего профессора. Возможно. И мы сегодня гордимся нашим профессорско-преподавательским составом, труд, который сегодня дает нам по праву осознавать, что наш университет Ордена Дружбы Народов, Северо-Восточный федеральный университет имени Максима Кировича Амосова входит по своей образовательной деятельности в десятку лучших российских вузов. Это по итогам национального рейтинга 2015 года, с чем я вас совершенно поздравляю. Мы с вами заняли хорошее 7-е место по нашим образовательным программам, по качеству знаний наших студентов, по тем результатам олимпиад, которых мы очень бережно готовя наших детей. Конечно же, мы в душе желаем, чтобы они побеждали, и они уверенно идут к этой победе благодаря профессорскому труду. Мы сегодня, 2015 год, объявив годом качества, говорим очень для себя убежденно. Наверное, я думаю, что студенты не будут сильно похваляться этим, но мы с вами знаем, что победы на олимпиадах, это Всероссийская олимпиада по физике, первое место наших студентов, это Всероссийская олимпиада по математике и механике, первое место наших студентов, Международная Всероссийская олимпиада по хирургии, это второе место нашей команды студентов медицинского института. Второе место наших историков будущих, тех, кто занимается вопросами изучения культурного наследия. Второе место на Международной олимпиаде в Астане. Это, опять-таки, наши студенты исторического факультета говорят о том, что у нас действительно уже годами и вырабатывался, и мы сегодня имеем хороший интеллектуальный потенциал. Я очень рада сегодня представить этот хороший, комфортный уголок. Уголок мы этот назвали «Сквер профессора СВФУ». Мы уже с вами видим, как сюда приезжают молодые люди, которые получают дипломы. Это не обязательно только наш университет. Сюда приезжают молодые пары, которые начинают свою первую такую семейную жизнь. Мы видим, как сюда уже приходят маленькие школьники, которые идут в 1 класс и говорят о том, что я приду в университет, жди меня. Вы знаете, иногда, когда общаешься с такими
группами людей разных, там, скажем, возрастов и так далее, то начинаешь понимать, что в этой жизни все, что позитивное, конструктивное делается, оно не останется без следа. Так же, как тот, можно назвать, героический путь профессора Башарина, его книги, его хорошие мысли, его идеи, его слова, которыми мы очень гордимся, это наше наследие. И мы, конечно же, будем этим дорожить и будем беречь. Здоровья вам всем, успехов и, конечно же, больших достижений. Спасибо вам огромное за ваш труд. Слово предоставляется сыну Георгия Прокопьевича Башарина, доктору медицинских наук, профессору, заведующему кафедрой патологической анатомии Медицинского института СВФУ Карлу Георгиевичу Башарину. Дорогие участники митинга, профессор Георгий Прокопьевич Башарин своим талантом, трудолюбием, целеустремленностью прошел уникальный, стремительный путь от улусного парня, впервые познавшего грамоту в 17 лет. Он стал первым доктором исторических наук из народа Саха, мыслителем, ученым, общественным деятелем планетарного масштаба. Его столетний юбилей отмечали 21 марта 2012 года в штаб-квартире ЮНЕСКО в Париже. Георгий Прокопьевич в своей деятельности руководствовался сформулированным им принципом ортодоксальной научной правды в сочетании с интересами народа и служением ему. Как автор теории мирного добровольного вхождения Якутии и Сибири в состав России, он был неутомимым пропагандистом дружбы народов. Профессор Башарин глубоко прочувствовал всю значимость этой проблемы на долгие годы вперед и заложил фундамент, научно обоснованный крепкий фундамент для ее разрешения. В этом его ученая прозорливость и завещание нам и будущим поколениям. В последнем выступлении публичном своем 23 марта 1992 года он сказал: многоликому, но единому, дружному народу родной республики желаю всемирного, постоянного укрепления дружбы народов, якутов и венов, юкагиров и венков и других народов Якутии с русским народом, со всеми народами Российской Федерации. Это главная общественно-политическая, социально-психологическая, морально-этическая задача. Прав директор Института истории, российской истории Андрей Николаевич Сахаров, который отмечал его яркую черту, глубокий, искренний российский патриотизм. Именно в этом была его сила и нетленность. Профессор Башарин является примером для всех нас. И его имя и дела будут вдохновлять нас на самоотверженный труд во имя мира, сотрудничества, дружбы народов и прогресса человечества. Завершаю свое выступление словами государственного гимна, поскольку Георгий Прокопьевич Башарин был славным сыном якутского народа, выдающимся ученым и патриотом Родины. Россия – священная наша держава, Россия
любимая наша страна, могучая воля, великая слава, твое достояние на все времена. Славься, Отечество наше свободное, братских народов союз вековой, предками данная, мудрость народная. Славься, страна, мы гордимся тобой. От южных морей до полярного края раскинулись наши леса и поля. Одна ты на свете, одна ты такая, хранимая Богом родная земля. Славься, Отечество наше свободное, братских народов союз вековой, предками данная, мудрость народная. Славься, страна, мы гордимся тобой. Широкий простор для мечты и для жизни, грядущие нам открывают года. Нам силу дает наша верность отчизне. Так было, так есть и так будет всегда. Да здравствует наша исконная, любимая Родина Россия. Будьте активны, неутомимы в действиях, чтобы стать творцами своей достойной жизни и истории страны, как профессор Георгий Прокопьевич Башарин. А теперь позвольте мне поблагодарить нашего ректора Евгению Исаину Михайлову за создание такого сквера и подарить книгу. Вот я в этом году выпустил книгу «Якутский Ломоносов», посвященный как раз 60-летию образования нашего университета. Вот эту книгу, пожалуйста, вручаю. Так, вручаю также книгу автору скульптуры, народному художнику Якутии Павлову Максиму Максимовичу за создание такого прекрасного памятника для всех. Благодарю всех присутствующих. Спасибо. Слово предоставляется председателю Совета наставников Северо-Восточного федерального университета имени Максима Кировича Аммосова Иннокентию Семеновичу Сивцеву. Уважаемые участники митинга, я в своем кратком выступлении хотел бы остановиться в двух моментах. Ну, во-первых, конечно, при встрече с этим выдающимся человеком в наши студенческие годы мы удивились, что этот человек, оказывается, первый класс пошел, когда ему исполнилось 17 лет. И для того, чтобы получить высшее образование по тем меркам, нужно было пройти путь длиною 14 лет. Это значит неполное среднее образование 7 лет. Это 3 года профессиональное образование в техникуме. Это 4 года обучения в высшем учебном заведении. Так вот, он, если запланировал бы тогда такой план, он бы закончил высшую школу, когда ему исполнилось бы 31 год. Но у этого молодого человека был свой план развития. И он этот 14 лет, этот путь прошагал в течение 9 лет. И более того, он закончил Московский государственный педагогический институт имени Карла Либкнехта, когда ему было 26 лет, дипломом с отличием, то есть красным дипломом. Но в 31 год он стал кандидатом исторических наук. Первый кандидат по историческим наукам для народа, из народа Саха. И сегодня, как сказал Карл Георгиевич, он в 1950 году, когда ему было 38 лет, он стал доктором исторических наук. Вообще доктором наук из народа Саха он первый. 40 лет он стал профессором высшей школы. Тоже первым из народа Саха. Вот такой человек. Более того, во время репрессий,
когда его обвинили в буржуазном национализме, все эти звания, научные звания и степени были вычеркнуты, ликвидированы. Поэтому он в 1956 году защитил второй раз докторскую диссертацию по другой теме. И вот поэтому он имел 2 диплома доктора наук, 2 диплома свидетельства профессора, после того, как его уже реабилитировали. Он в 1956 году еще защитил докторскую диссертацию. Так вот это необычный человек. Так он нас поразил при встрече, когда мы узнали действительно, какой он большой путь прошел. И более того, он всегда был самым активным участником наших студенческих мероприятий. А вот когда он выступал в 1962 году на комсомольской конференции, обращаясь к студентам, говорил, как нужно лучше учиться. И тогда, как комсомольский секретарь университета, мне было тоже хорошо слышать и запомнить, чтобы студентам своим, значит, комсомольцам своим постоянно напоминать в этих высказываниях нашего учителя. Он, во-первых, говорил, учеба – это тяжкий труд, поэтому необходима мобилизация всех физических и духовных сил. И нужно иметь обязательно организованный, то есть нужно организованно подходить к приобретению знаний и при этом настойчивость. Это первая, скажем, задача. Другая задача, чтобы лучше учиться, он говорил, надо вежливо относиться, с уважением относиться к своим преподавателям. Даже он добавлял тогда, значит, подходить, как Ленин относился к своему учителю. Далее, по поводу, третьим пунктом он говорил, что для того, чтобы отлично учиться, надо быть активным общественником, потому что тогда появляется и доверие, окружение, и достоинство человека развивается и речь человека, и поэтому отличнику обязательно надо быть общественником. Ну и четвертый он говорил, четвертый момент, чтобы хорошо учиться, это, конечно, заняться наукой. И поэтому он просил, чтобы поняли, что научные исследования неразрывны для подготовки высококлассных специалистов. И не зря он в 1950 году после защиты докторской диссертации открыл в педагогическом институте свой кружок, научный кружок «История». И вот как во своих воспоминаниях пишет его супруга, его правая рука, если так можно выразиться, Катерина Ивановна Платонова, всегда говорила, что она не только преподает, да, она и одновременно выполняет общественную работу, как секретарь Георгия Прокопьевича. И вот он в его статье под названием «Георгий Прокопьевич Башарин как личность» есть такие данные, что этот кружок история, сотни и сотни студентов, и среди них появились 70 кандидатов наук и не менее 15 докторов наук, докторов исторических наук, докторов педагогических наук, филологических наук, философских наук, даже есть доктор политической науки, экономической науки и так далее. Вот таков Георгий Прокопьевич, если сказать вкратце. Но мне хотелось бы, заканчивая свое выступление, привести его пламенные слова, которые, когда он говорил о значении нашего университета. Он говорил, это ему было 80 лет, в 1992 году, университет – это самое главное, самое дорогое, самое святое, что дал 20 век якутянам.
счастлив особо подчеркнуть, что наш университет будет долговечным, сияющим светочем цивилизации и храмом науки на обширном северо-востоке азиатского материка. Так будем же достойны мы этой оценки нашего знаменитого человека. Спасибо. Слово предоставляется доценту, заведующему лабораторией скульптуры и скульптурно-пластического моделирования Инженерно-технического института СВФУ Афанасию Афанасьевичу Романову. Можно уже говорить? Поздравляю всех присутствующих с этим замечательным днем. И день, значит, такой солнечный. Памятник замечательному человеку Георгию Прокопьевичу Башарину сегодня открываем. От себя лично я хотел бы добавить, что Георгий Прокопьевич — это для меня как бы не пустой звук. Ну, не пустой, как я очень неправильно сказал. У нас отцы были близкими товарищами по жизни. Поэтому как-то так вот все взаимосвязано. И у меня есть такая информация по дальнейшему развитию. Вот сегодня это будем считать первым этапом. А осенью будет заключительный этап. Тут по бокам, значит, на двух стелах станут, значит, портреты профессоров из карельского габлодиабаза. И значит, Георгий Прокопьевич как бы воссоединится со своими друзьями и коллегами. И на входе, вот где в арке, там будет 4 больших рельефа, которые будут рассказывать об истории университета, начиная от пединститута и вот кончая вот с СВФУ. И, ну, в общем, сами увидите все, вот осенью это будет. Ну, у меня все. Создателю вот этого сквера. Спасибо. Можно подарить свою книгу Иннокентию Сивцеву, лучшему ученику Георгия Прокопьевича Башарина. Уважаемые гости, на этом торжественную церемонию открытия памятника бюста историку, общественному деятелю, доктору исторических наук, профессору и заслуженному деятелю науки РСФСР и СССР Георгию Прокопьевичу Башарину разрешите считать закрытой. Я по-другому снимаю. Снимаю, ребята, снимаю. Улыбаемся.
Посмотри-ка. Ну вот здесь начинается. Да? Смотрите, у нас бери вот так. Мы с Сашей потом хвастаться будем нашими заказчиками.